Добрый вечер. В прямом эфире телеканала ТР и в эфире Prime Мацарский, программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю обо всем самом важном, самом интересном или, по крайней мере, заслуживающем внимания из того, что произошло за последние несколько дней в мире. И вот, возрождая старую традицию, возрождая традицию Prime Мацарский, предлагаю начать с дайджеста, с коротких историй со всего света, для того, чтобы понять и разобраться с тем, как мир жил в последние несколько дней. А с самого начала отправляемся в Северную Америку, в Канаде и в Соединенных Штатах Америки. В последние несколько дней были прям настоящие температурные рекорды. Туда пришла жара небывалая. В некоторых частях Соединенных Штатов Америки и в Канаде столбик термометра добирался до отметки 45 градусов Цельсия и даже превышал ее. Выросла в разы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Очень большое количество людей с разного рода болезнями хроническими оказались в больницах, потому что все эти болезни обостряются из-за жары. И вынуждены были власти в целом ряде городов и штатов и провинций канадских открыть специальные убежища для тех людей, которые страдают от жары. Обычно они открывались в спортивных залах или в фитнес-центрах или в каких-то других подходящих для этого помещениях, в которых есть много, есть большая какая-то площадь, не разделенная стенами. Там специально устанавливались системы для охлаждения воздуха, подавалась туда и подается, наверное, до сих пор холодная вода, охлажденная привозится. И изначально планировалось, что эти места, эти убежища от холода будут в первую очередь для бездомных людей, но вышло, что нет. Вышло, что не только бездомные люди отправились в эти убежища, большое количество тех людей, у которых дома нет кондиционеров, или тех людей, чьи кондиционеры дома не справляются с такой жарой, тоже были вынуждены отправиться туда и вот прятаться от жары в этих самых убежищах. Сейчас вроде бы как эта жара в Северной Америке несколько пошла на спад, но ученые, специалисты предупреждают, что расслабляться не стоит, что в течение лета возможно еще повторение этих кошмарных событий, возможно еще температура 40 и даже выше градусов, ее возвращение возможно в Северную Америку. Из Северной Америки отправляемся в Великобританию. В Англии открыт памятник принцессе Диане, принцессе Уэльской, наверное, самой популярной из всей королевской семьи в Великобритании. Вот вы видите, как его открывают ее родные дети, сыновья Уильям и Гарри. Уильям старший, он, кстати, наследник престола. Замечу, что принцесса Диана, принцесса Уэльская, она погибла в автокатастрофе в 1997 году. И вот с тех пор, с момента смерти принцессы Дианы, неуклонно падает популярность монархии в Великобритании, неуклонно снижается вообще, неуклонно, так, скажем так, растет недоверие или нелюбовь к самому институту монархии. Это легко проследить по опросам общественного мнения в Великобритании. Вот сейчас большинство подданных королевства, Соединенного Королевства в возрасте от 18 до 25 лет считают, что государством должны управлять люди не наследующие монарший титул, а избранные, то есть президенты, премьер-министры и так далее. Но вот формально сейчас главой государства, главой Соединенного Королевства остается монарх, и именно так сейчас и все и продолжается. И, кстати, Уильям, старший сын принцессы Дианы, у него к нему-то отношение чуть получше, чем к его отцу, который должен будет унаследовать трон, чем к принцу Чарльзу. Такая вот история с Великобританией. В Северную Африку отправляемся. Специально одна из групп, которая следит за тем, как мигранты из Африки добираются в Европу, сняла шокирующие кадры недалеко от побережья Ливии. С вертолета эта группа умудрилась снять то, как корабль или катер ливийской береговой охраны открыл огонь по лодке с мигрантами, которые отправились как раз от ливийского берега и пытались добраться до Европы, до побережья одного из европейских государств. Пытались эти люди с вертолета связаться по рации с катером и пытались предупредить их, что они нарушают закон, что эти моряки, которые находятся на борту катера и стреляют по безоружным людям, нарушают закон.
закон. Но те отвечали на ломаном английском, что они действуют строго по предписанию и делают то, что они должны делать. Возникает вопрос, а почему, собственно говоря, моряки стреляют по безоружным людям? С какой целью они пытаются перехватить нелегалов, мигрантов, которые не в Ливию плывут, а из Ливии плывут. К сожалению, непонятно, неизвестно, что произошло с этими самыми людьми, которые находились в лодке, потому что у катера, который вел съемку, у вертолета, который вел съемку с неба, закончилось топливо, он вынужден был отправиться в Освояси и не успел проследить до конца, что же происходило. Но можно предположить. Дело в том, что в Ливии давно уже нет центрального правительства, там самые разные группировки воюют за контроль над страной, и эти группировки живут за счет часто нелегального промысла, в том числе за счет тех денег, которые они получают за помощь в переправке нелегалов из Африки в Европу. И вероятно, эти самые ребята из береговой охраны находятся сейчас на службе одной из этих группировок и наказывали таким образом тех, кто не заплатил этой группировке за переправку на европейский берег, и таким образом пытались их проучить, если так можно выразиться, потому что, конечно, речь идет о человеческих жизнях, и здесь абсолютно невозможная история. Живые люди стреляют по другим живым людям, те, которые не могут им оказать никакого сопротивления, плюс ко всему еще это и лодочка совсем утлая, ее вы видели на кадрах, видно, что ее пытались, что называется, взять на абордаж или потопить, просто столкнувшись с ней. Надеюсь, что все в порядке, надеюсь, что эти люди смогли спастись и прибыли туда, куда они прибыли. Кстати, недалеко от берегов Ливии в эти дни, позавчера, открылась огромная новая военно-морская база Египта. Посмотрите, на кадрах видно, как выглядит эта военно-морская база. Открывал ее президент Абдель-Фаттах ас-Сиси. К нему приехало большое количество людей из других ближневосточных государств в Северной Африке. Все это роскошество, огромное роскошество. Это за последние несколько лет это третий большой военный объект, открытый Египтом. Египет, причем часто эти объекты как раз, что называется, жмутся поближе к ливийской границе. Дело в том, что Египет пытается играть играет важную роль в той самой ливийской войне, которая длится с 2011 года. Египет, и я так понимаю, и участвует, что называется, непосредственно, какие-то его войска, по крайней мере, аффилированные с ним войска присутствуют в Ливии, и он еще и поддерживает одну из противоборствующих сторон. Определенно надеюсь, что если эта страна победит, будут преференции, экономические преференции, политические преференции. Египет не единственная страна, которая участвует в этой войне напрямую в ливийской. Известно, что там присутствует Турция, известно, что там присутствует целый ряд других государств, например, из Персидского залива. Все они так или иначе заинтересованы в Ливии, как в стране. Во-первых, это такой, что называется, вход в Африку. Ливия, североафриканская страна, которая граничит с огромным количеством интересных в геополитическом, в экономическом смысле государств, с Чадом, с тем же Египтом. В Ливии огромные запасы нефти и в Ливии огромные запасы пресной воды, что тоже страшно актуально для засушливого региона Северной Африки и Ближнего Востока. Если про Африку заговорили, в Эсватини перенесемся. Эсватини до недавнего времени эта страна называлась Свазиленд, и сейчас это последняя страна в Африке, в которой царит монарх. То есть есть еще несколько государств, в которых формально есть монархи, но Эсватини — это последняя абсолютная монархия в Африке, последняя страна на континенте, где у монарха сосредоточена вообще вся власть. Этот монарх, его зовут Мсвати III, он более, скажем так, у него больше власти, чем у депутатов, министров и всех судов в стране вместе взятых. Этот Мсвати III, он многоженец, у него больше десятка жен, если не ошибаюсь, у него 15-16, а то уже может быть и больше жен. Он на себя и на своих жен тратит десятки миллионов долларов ежегодно, тогда как большая часть населения страны живет меньше, чем на $2 в день. В последнее время из-за коронавируса, из-за введенных ограничений, жизнь вообще стала невмоготу в Эсватини. И люди вышли с требованиями даже не отречением Мсвати III от трона, а люди хотят, чтобы
чтобы в стране вот эта вот самая абсолютная монархия была заменена на монархию конституционную. То есть они даже не хотят, чтобы Мсвати убрался восвояси, забрав всех своих жен и перестал тратить на них деньги. Они просто хотят, чтобы кроме монарха были бы еще какие-то центры принятия решений в стране, на которые могли бы влиять люди напрямую. Через выборы, через участие в парламенте, через возможность занять какое-то место в кабинете министров. Пока все это чисто номинально, пока все это такие, по большому счету, такие декоративные истории, и все решает один единственный человек, Мсвати III. Он покупает за государственный счет себе и каждой из своих жен по Роллс-Ройсу, строит бесконечное число каких-то загородных или городских резиденций и как-то не особо обращает внимание на то, чем живет народ, и вернее, как выживает народ. Но, может быть, сейчас в ходе этих беспорядков он все-таки обратит внимание на то, что и как творится в его родном королевстве. Если уж заговорили про машины, а я вот сейчас как раз рассказывал про то, как Мсвати III тратит государственные деньги на Роллс-Ройсы, то Филиппины. На Филиппинах у них нет царя, у них нет короля, но у них есть президент, который тоже достаточно такой экстраординарный. Зовут его Филиппо Дутерте. Он знаменит самыми разными эксцентричными выходками. Например, он признавался, что в бытность свою мэром одного из городов филиппинских он отдавал приказы о внесудебных казнях наркоторговцев и чуть ли не сам принимал участие в отстреле этих самых наркоторговцев на улицах города. Кроме того, самая, наверное, последняя его такая любопытная выходка, он пообещал отправлять в тюрьмы тех, кто откажется прививаться. Он объявил их врагами, сказал, что либо будет заставлять людей прививаться, а те, которые не хотят прививаться, а те, которые не откажутся прививаться даже там после того, как он будет настаивать на этом, он сказал, что вы отправитесь в тюрьму. Ну вот вы, ребята, такие, вы не хотите обезопасить себя и ваших окружающих, значит, будете сидеть в тюрьме. А еще Филиппо Дутерте знаменит тем, что он очень не любит контрабандистов, очень не любит тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов, в том числе от уплаты налогов на роскошные автомобили и от уплаты таможенных сборов на ввоз этих самых роскошных автомобилей на Филиппины. Вот посмотрите, это машины, самые дорогие машины, которые за последние несколько недель были изъяты у богатых филиппинцев. И по приказу правительства, по приказу президента, эти автомобили не перепродаются, не отдаются куда-то там на аукционы. Они уничтожаются. Уничтожаются прилюдно на глазах тех людей, которые их везли, на глазах тех людей, которые их купили, и на глазах вот широкой публики, которая может все это снять, выложить потом в интернет для того, чтобы мы с вами в далекой Украине могли бы понять, вот как ведет себя Филиппо Дутерте, насколько он не любит тех людей, которые не платят налоги, настолько их не любит, что вот готов уничтожать на несколько миллионов долларов автомобилей. Это не единичный случай, это не одна какая-то единственная выходка. Вот такие истории происходят с некоторой долей регулярности раз в несколько месяцев. Накапливается какое-то количество автомобилей, которые Филиппо Дутерте или кто-то из его правительства считает необходимым уничтожить, собирают журналистов, собирают представителей общественности, и у них на глазах вот так вот бульдозерами или экскаваторами эти самые дорогущие совершенно автомобили уничтожаются. И каждый год на несколько миллионов, а то и на несколько десятков миллионов долларов дорогих автомобилей, часто еще и дорогие мотоциклы, уничтожаются вот так вот прилюдно, чтобы другим неповадно было. Пока не очень работает, потому что такая практика применяется уже несколько лет, но, как мы видим, и вот это съемки это июньские съемки, то есть совсем недавние. То есть, несмотря на то, что несколько лет уже вот так вот на камеру уничтожаются автомобили, продолжают богачи их ввозить в надежде где-то схитрить, через какие-то схемы оформить. Наверное, кому-то удается это сделать, но те, кому не удается, прощаются со своими десятками, а то и сотнями тысяч долларов навсегда. Если про большие деньги говорить, то нет больших денег, чем те деньги, которые тратятся на космические исследования. Причем не только государства тратят деньги на космические исследования, но и частные компании, включая самого богатого человека на планете Джеффа Безоса. Джефф Безос разбогател на своем магазине
компании интернет-торговли Amazon. Вот он, Джефф Безос. Он собирается лететь в 20-х числах июля в космос. А это та женщина, которая полетит с ним. С ним полетит его брат Джеффа Безоса, полетит какой-то неназванный пока миллионер, который огромное количество денег за это заплатил, и полетит 82-летняя женщина, которую зовут Уолли Фанк. Эта женщина знаменитейшая в Соединенных Штатах. Она пилотесса, она прошла курсы, у нее почти 20 тысяч часов налета, в том числе на военных самолетах. Еще в 60-е годы она прошла полный курс подготовки астронавтов и должна была лететь в космос в составе женского экипажа. Но НАСА тогда, Конгресс американский, тогда не утвердил программу женского экипажа, и вот она была вынуждена на какое-то время, как выяснилось, расстаться со своей мечтой. И вот это вы видите, как она удивлена, обрадована, когда Джефф Безос сообщает ей, что вы полетите со мной. Правда, это, конечно, такой суборбитальный полет. Они будут лететь на такой капсуле, которую поднимут на максимально возможную высоту на самолете. К Боингу к этому будет прикреплена капсула. Боинг специально переоборудованный для пуска вот этого суборбитального корабля. Называется «Космическая девушка». Эта космическая девушка поднимется на большую высоту. От нее, от этой космической девушки будет отстрелена капсула. И она выйдет уже за пределы атмосферы на такую околоземную настоящую орбиту не будет выходить, но несколько часов будет совершать суборбитальный полет. И Джефф Безос вместе с братом, с Уолли Фанк и еще с одним неназванным мультимиллионером или мультимиллиардером проведет эти несколько часов на орбите. И, по большому счету станут такими пионерами настоящей уже частной космонавтики пилотируемой, потому что непилотируемые полеты совершаются, уже даже поднимались... С помощью Илона Маска поднимался корабль Dragon и даже отвозил людей в космос. А вот сейчас еще и первый миллиардер, первый создатель своего собственного космического корабля, который называется Blue Origin, полетит со своими родственниками и знакомыми в космос для того, чтобы посмотреть на всех, на нас из этого самого космоса. Что ж, на этом короткие истории завершены. Переходим к большим обстоятельным рассказам о том, что происходило в последнее время в мире. Начнем с Афганистана. Из Афганистана выходят все контингенты иностранных войск. Из Афганистана выходят американские солдаты. Из Афганистана выходят не только американские, но еще немецкие солдаты, солдаты из Грузии, солдаты из Литвы, из огромного количества стран, которые там когда-либо принимали участие. Сейчас, вот прямо сейчас, в эти дни, в эти часы, в эти самые минуты и секунды все новые и новые силы покидают Афганистан, и все новые и новые районы, все новые и новые города занимают бойцы группировки «Талибан», против которой последние 20 лет и воевали американцы во главе огромной международной коалиции. Это действительно была огромная коалиция, безумное количество людей и стран принимали в ней участие. Эта война началась осенью 2001 года, то есть она уже длится без совсем малого 20 лет. У нас есть сюжет об этой войне, давайте мы посмотрим этот сюжет для того, чтобы лучше понимать, зачем, собственно говоря, американцы и их союзники туда зашли, туда полезли, в Афганистан, а потом продолжим разговор об этом. Решение о военном вторжении в Афганистан власти США приняли вскоре после террористических актов 11 сентября 2001 года. Тогда несколько групп террористов захватили пассажирские самолеты и направили их на башни Международного торгового центра в Нью-Йорке, здание Пентагона в штате Виргиния и еще одну неустановленную цель, до которой четвертый из захваченных самолетов не долетел, рухнув в штате Пенсильвания. В тех терактах погибло около 3000 человек, и они до сих пор считаются самой кровавой атакой на американских граждан из всех когда-либо совершенных за всю историю США и самой масштабной серии террористических актов в истории мировой. Всего через несколько часов после атаки представители американских спецслужб заявили, что за ней стоит подданный Саудовской Аравии Осама бен Ладен. Перехваченные телефонные звонки и переписка с захватчиком самолетов показывали, что они активно общались с бен Ладеном и докладывали ему о подготовке к захвату самолетов
самолетов. Перехват указывал и на место жительства Бен Ладена. Судя по тем данным, которые добыли контрразведчики, он жил в Афганистане и оттуда управлял своими подчиненными. Афганистан в 2001 году находился под управлением талибов, группировки, победившие в долгой гражданской войне и подчинившие себе практически всю территорию государства. Талибы провозгласили на подчиненной им территории Исламский Эмират Афганистан, основой законодательства которого стал шариат. Исламский Эмират был официально признан правительством Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также имел тесные неофициальные связи с некоторыми из стран Центральной Азии. У США не было официальных отношений с талибами. Вашингтон считал их захватчиками и высказывался за проведение в Афганистане демократических выборов, высказывая готовность наладить диалог с победителями этих выборов. И все же после 11 сентября американцы отправили талибам запрос на выдачу Бен Ладена. Афганцы не отказались от сотрудничества, однако потребовали предоставления им доказательств причастности Усамы Бен Ладена к совершению терактов. Эти доказательства предоставлены не были, что дало американским военным повод обвинить талибов в укрывательстве террориста и объявить им войну. Первые залпы этой войны прозвучали 7 октября 2001 года. Именно в этот день американские и британские самолеты и крылатые ракеты начали наносить удары по позициям талибов. В ноябре в Афганистане воевал уже наземный контингент американских войск. В декабре того же года, спустя всего около 3 месяцев после терактов в США, Организация Объединенных Наций санкционировала проведение в Афганистане международной военной операции. Ее целью были объявлены наведение в этой центральноазиатской стране конституционного порядка и уничтожение террористических групп. Поддержавшие проведение этой операции европейские политики позже утверждали, что рассчитывали на то, что все поставленные цели будут достигнуты за несколько лет и без особых усилий. На деле же боевые действия на территории Афганистана с участием иностранного контингента длились дольше, чем Первая и Вторая мировые войны вместе взятые. В них принимали участие граждане 50 государств, а число одновременно пребывающих в Афганистане иностранных военных порою превышало 130 тысяч человек. С помощью большого числа военных и самой современной военной техники иностранному контингенту удалось вытеснить талибов из крупных городов, включая столичный Кабул. Но разбить их окончательно даже за 20 лет военных действий американцы и их партнеры так и не смогли. Война в Афганистане была исключительно непопулярна в США и в странах-союзницах Америки. Из-за этого статус операции часто менялся. Формальное руководство ею передавалось избранным новым властям Афганистана в стремлении продемонстрировать миру готовность страны самостоятельно решить все военные задачи. Война унесла жизни около 2300 американских военных и примерно 1100 их союзников по международной коалиции. В боях погибли свыше 60 тысяч военнослужащих и полицейских Афганистана. Потери среди мирных жителей превышают 46 тысяч человек. Одни только военные расходы США в Афганистане с 2001 года превысили 900 миллиардов долларов. Это без учета денег, потраченных на восстановление инфраструктуры, подготовку местных административных кадров и затрат на строительство демократических институтов. С учетом этих трат общие финансовые вливания США в афганскую войну превысили 2 триллиона долларов. Это больше 10 годовых бюджетов Украины. Людские и финансовые потери не помогли приблизить решение поставленных еще в 2001 году задач. Бен Ладен был убит, но не в Афганистане, а в соседнем Пакистане. Стабильные демократические институты так и не были выстроены. Подготовленные с помощью американцев службы безопасности страны оказались куда менее боеспособны, чем их противники-талибы. К слову, талибы, в течение всей войны заявлявшие о себе как о легитимных властях Афганистана, считают вывод иностранных сил свидетельством своей победы и намерены восстановить Исламский Эмират. Вообще талибы во многом загадочная организация. Почему? Потому что почти все то, что мы о них знаем или знали в какое-то время назад, мы узнали от их противников. Их противники долгое время внутри, в первую очередь, внутри самого Афганистана, те представители тех властей, которые вот американцы, международное сообщество считало легитимными, эти люди достаточно долго рассказывали о том, что вот талибы
например, запрещают девочкам получать образование. Или там талибы запрещают работу средств массовой информации. Что на самом деле происходило, мы не знаем, потому что те же самые талибы говорили, а мы никогда не запрещали, там, их представители их руководства, мы никогда не запрещали школы для девочек, никогда не запрещали получать им образование. Ну вот если местные власти, какие-то местные старейшины где-то там в деревнях или где-то в городах не хотели, ну, значит, такова там традиция, и мы не могли на них как-то сильно повлиять. Поэтому что там на самом деле происходило с талибами, пока неизвестно. Ну, то есть мы сейчас не можем сказать, как они будут себя вести, но они уже сделали ряд заявлений. У них есть сайт, через который распространяются заявления, в том числе и англоязычные. Там есть сообщения на нескольких языках, которые распространены в Афганистане, но есть и англоязычная версия этого сайта, на котором талибы общаются с миром. И там, среди прочего, было сообщение совсем недавно, которое было адресовано тем людям, которые сотрудничали с американцами, сотрудничали с военными из других стран и теперь боятся за свою жизнь и за свою безопасность. И в этом сообщении говорилось, что вот раньше, когда вы сотрудничали с американцами, с немцами, с литовцами, со всеми остальными, мы действительно считали вас предателями и вам грозила опасность, но сейчас, когда иностранцы выходят, вы можете ничего не бояться, вы можете жить так, как жили прежде, мы больше не считаем вас предателями, мы больше не считаем вас врагами, мы считаем вас точно такими же афганцами, как и все остальные. Но дело в том, что эти люди, которые сотрудничали с иностранными военными контингентами, не верят талибам и очень боятся расправы. Известно, что около, наверное, 2 недель назад или около 10 дней назад 12 человек из числа тех, кто сотрудничал с литовским контингентом, отправили письмо к руководству Литовской Республики с просьбой помочь им выбраться из Афганистана, с просьбой обеспечить безопасность для них и их семей. И сейчас правительство Литовской Республики решает, как же спасти этих людей. Были сделаны заявления от лица премьер-министра, от лица других высокопоставленных людей в Литве с обещаниями не дать в обиду тех афганцев, которые сотрудничали с литовским контингентом. Но понятно, да, что эти 12 человек — это капля в море по сравнению с теми людьми, которые сотрудничали с американским контингентом и с родственниками тех людей, которые сотрудничали с американским контингентом. Агентство Bloomberg сообщает о том, что американские власти попросили правительства соседних с Афганистаном центральноазиатских государств, в первую очередь Таджикистан, Казахстан и Узбекистан, принять около 9 тысяч человек. И это только какая-то не самая, наверное, большая первая партия из того числа, которые хотят спасти американцы после своего ухода из Афганистана. Уже известно, что до 11 сентября 2021 года ни одного американского военного не должно быть в Афганистане. Скорее всего, даже несколько быстрее будут эти планы выполнены, и, вероятно, уже к сентябрю, а то и, может быть, и к августу никого там не останется. Соответственно, к этому времени нужно вытащить и тех людей, которые сотрудничали с американскими военными, тех людей, которые помогали им. Речь идет в первую очередь, конечно, о переводчиках, но там есть еще какой-то местный обслуживающий персонал, в том числе те люди, которые помогали американцам понять афганские местные традиции, привычки местных людей. Ну, то есть они напрямую-то не участвовали в военных действиях в большинстве своем, но действительно могут рассматриваться талибами в качестве предателей. Почему? Потому что они помогали иностранным интервентам лучше понять, лучше разобраться в стране, а значит лучше и успешнее воевать в этой стране. Интересно вот что еще. Губернатор заморской американской территории Гуам. Это такой остров, который формально не является штатом США, но входит в состав США, предложил переправить тех людей, которые афганских граждан, которые сотрудничали с американцами, к себе на Гуам, временно их разместить на то самое время, на тот период, который потребуется для того, чтобы понять, кто из них действительно требует помощи, кто из них заслуживает того, чтобы быть переправленным в Соединенные Штаты Америки, там легализованным и дальше спокойно жить, а кто, что называется, пытается вот на волне этой миграции, не имея на это права, спрятаться сначала на Гуаме, а потом в США. А почему выбран именно Гуам? Почему губернатор Гуама предлагает
свой остров в качестве такой точки, в качестве огромного лагеря беженцев для афганцев. Дело в том, что Гуам уже когда-то выполнял такую роль. Гуам в 70-е годы после эвакуации американцев из из Вьетнама и после победы коммунистических армий, после захвата коммунистическими армиями Южного Вьетнама, когда оттуда бежали уже не тысячи, а прямо десятки тысяч человек. Вот вы видите, эта эвакуация как раз из Сайгона. Тогда уже американских военных по большому счету не было. Они за несколько месяцев, а то и за несколько лет покинули Вьетнам. И было некоторое количество там морских котиков и специалистов там, из спецназа, которые охраняли американские какие-то посольства и другие американские объекты. И вот американцы сбежали, вместе с ними сбежало большое количество, больше 100 тысяч их вьетнамских союзников. И их вот так вот разместили в лагерях беженцев, буквально в палатках на Гуаме. Если мне не изменяет память, 110 или 111 тысяч человек из размещенных там в конце концов оказались или в Соединенных Штатах Америки, или в каких-то других странах, которые вместе с Соединенными Штатами участвовали в войне во Вьетнаме. Несколько тысяч или, может быть, несколько сотен вернулись во Вьетнам, но так или иначе Гуам сыграл свою роль, он действительно помог этим людям какое-то время пересидеть, какое-то время, пока для них готовились самые разные какие-то пункты приема на территории США. Вот они провели это время в лагерях беженцев на Гуаме. Но сейчас власти американские не очень хотят их отправлять на Гуам, уже афганцев, а не вьетнамцев. Они хотят, чтобы вот как раз в центральноазиатских странах они какое-то время провели, время необходимое для того, чтобы раздать тем, кому требуются грин-карты, визы, какие-то, может быть, специальные статусы беженцев. Почему не хотят на Гуам отправлять? Потому что боятся, что сейчас приедут все на Гуам, а из Гуама, по большому счету, прямая дорога в Соединенные Штаты Америки, и они боятся, что даже те, кто не заслуживает спасения, не заслуживает убежища в США, в конце концов из Гуама перебегут в Соединенные Штаты Америки. В общем, американцы уходят, талибы приходят. Талибы, кстати, их наступление, они фактически не встречают сопротивления со стороны сил режима, потому что американцы уже с ними не воюют, немцы с ними не воюют, остальные участники западной коалиции тоже с ними не воюют. А вот афганская армия, подготовленная американцами, европейцами, австралийцами и так далее, не горит желанием воевать, либо массово переходят на сторону самих талибов, либо убегает за границу. Известно, что вот каждый день или почти каждый день несколько сотен человек уходят, например, в Таджикистан или в Узбекистан, просят там убежище, просят там какой-то такой вот временный приют на то время, пока не уладится ситуация в их стране. Ну и сами, собственно говоря, власти соседних стран пока с готовностью принимают этих людей, пока их пускают к себе, дают им возможность разместиться, ну просто потому что действительно, никто не понимает, что же происходит в Афганистане и что там будет происходить в ближайшие дни или в ближайшие недели. И совершенно непонятна судьба тех людей, которые сейчас ушли за границу, и неизвестно, что их будет ожидать после того, как они вернутся в Афганистан. То есть вот они становятся такими вынужденными беженцами, становятся теми людьми, которые оказались заложниками ситуации. Никто не ожидал, что американцы так быстро примут решение об уходе, и в первую очередь не ожидали этого сами их военные союзники в Афганистане. Что ж, теперь в Беларусь. В Беларуси, кстати, тоже вынужденные беженцы, которых внезапно оказалось огромное количество, переходят ежедневно или пытаются перейти ежедневно десятки беженцев из Ирака, из того же Афганистана, из стран Африки, пытаются перейти нелегально, естественно, границу Беларуси с соседними странами. В первую очередь речь идет о Литве и о Польше. Откуда же они берутся, эти люди? Откуда же берутся нелегальные мигранты в Беларуси, которые потом пытаются проникнуть в Беларусь? А берутся они вот откуда. Дело в том, что сейчас Александр Лукашенко, узурпатор белорусский, человек, провозгласивший себя, подтасовавший выборы президентские в августе 2020 года и назвавший себя президентом,
объявил войну Евросоюзу. Евросоюз ввел в отношении его и его режима санкции. И Лукашенко обещал: мы вот раньше сдерживали поток наркотиков и нелегалов, теперь не будем сдерживать, теперь вы типа хлебнете горя. Причем он не просто не сдерживает этот поток, он его по большому счету и организует. Что происходит? Теперь каждую неделю несколько рейсов, прямых рейсов связывают Минск, белорусскую столицу, и Багдад, столицу Ирака. Из Багдада прилетает огромный двухпалубный Боинг, на котором помещаются сотни человек. Это не только иракцы, это не только граждане Ирака, это граждане массы других государств, которые прилетают в надежде спастись из своих стран. Они часто по религиозным, по национальным, по политическим мотивам преследуются у себя на родине. И вот они прилетают в Европу, в Беларусь, потому что им дальше обещан путь в Европу. Известно, что с каждого человека получают силовики белорусские до 15 тысяч евро в обмен на обещание перебраться в Европу. То есть человек платит 15 тысяч евро, до 15 тысяч евро в обмен на то, что в обмен на обещание, на то, что ему помогут попасть в Европу. Эти деньги, скорее всего, оседают в карманах какого-то ближнего круга Александра Лукашенко. Без его ведома, конечно же, ничего не может происходить. Пограничники польские, пограничники литовские говорят о том, что их же коллеги с белорусской стороны вообще привозят этих людей, привозят нелегалов поближе к границе, показывают им тропы, показывают им направление к Европе. То есть они не просто не мешают им переходить через границу, они им помогают. То есть по большому счету, что делает режим Лукашенко? Эти люди, беженцы, он играет на их горе, на их беде. Они спасаются от смерти или, по крайней мере, от бедности, спасаются от разрухи, пытаются каким-то образом оказаться на новом месте в Европе, часто продают последнее и вот влезают в какие-то безумные долги для того, чтобы отдать эти 10-15 тысяч евро лукашенковским псам-силовикам и в конце концов оказаться за границей. Они, я имею в виду, силовики и чиновники белорусские, с удовольствием берут деньги, с удовольствием отбирают последнее у этих несчастных обездоленных мигрантов и отправляют их в Европу. Зачем им нужно отправлять их в Европу? А дело в том, что есть даже специальный такой термин, его, правда, многие критикуют, правозащитники, но, тем не менее, он в западной политологии, в западных медиа используется очень активно. Этот термин, он сродни термину «оружие массового поражения» и переводится как «оружие массовой миграции». Когда огромные толпы людей, огромное количество людей попадают в другую страну, это всегда во многом для страны серьезное испытание. Почему? Потому что вдруг оказываются сотни человек или тысячи человек, которые не устроены, которые не знакомы с языком, которых нужно как-то интегрировать, которых нужно, по крайней мере, как-то накормить. Если этого не делать, если их не интегрировать, не кормить, не размещать их, люди, которые не могут понять, как им жить в этой стране, которые не могут заработать каким-то частным путем. Они вынуждены, не потому что они склонны к этому, а просто потому что у них другого выбора нет. Они вынуждены идти на грабеж, на разбой, на какое-то воровство для того, чтобы накормить себя и свои семьи. Поэтому вот эта миграция часто используется как инструмент давления на соседние страны. Лукашенко — этот абсолютно политический динозавр, который мыслит какими-то категориями, даже, наверное, не из 19, а из 17 века. Он прямым текстом объявляет войну соседним странам, Евросоюзу. Он угрожает европейцам, рассказывает о том, что мы вас будем наказывать. Он это какими-то совершенно витиеватыми словами говорит, но посыл его понятен. Вот вы нам теперь враги, и вы теперь держитесь, потому что мы наших врагов никогда не простим и никому спуска не дадим. Я предлагаю послушать его фрагмент, его короткий фрагмент, его длинной речи. Она прозвучала 3 июля в Беларуси, теперь с подачи Лукашенко. 3 июля отмечается День независимости. И на самом деле это не тот день, когда была действительно провозглашена независимость Республики Беларусь, а 3 июля 1944 года Беларусь была освобождена от немецких оккупантов. И вот в этот праздничный день Лукашенко выходит и сравнивает европейцев современных с теми самыми немецкими, фашистскими, нацистскими оккупантами, которых выгнали в 1944 году. Послушайте кусочек этой речи. Не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы это наелись с 1941 года, когда мы вам верили
и не извлекли уроков из истории, после победы подарил вам Восточную Европу, так называемые страны Варшавского договора, в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на восток. Вы, как минимум, лжецы, максимум подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали. А сегодня не получится. Еще раз скажу тем, кто до сих пор не понял, уясните раз и навсегда, мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим. Просто хотелось бы по-человечески, как всегда, по-славянски. Короче, вот какой-то действительно поток сознания. Он уже год рассказывает, или около года, что Беларусь не отдадим, что есть какие-то страшные враги. Все время путается в показаниях, где эти страшные враги сидят. Пересажал полстраны, самых активных, самых смелых и самых незаменимых людей либо выгнал из Беларуси, либо отправил за решетку. И вот все дело только для того, чтобы править единолично, самому, и готов испортить отношения со всеми, с кем угодно. Кроме, понятное дело, естественно, своего друга, закадычного коллеги, такого же узурпатора Владимира Путина. Очень надеюсь, конечно, что все это скоро закончится. Очень надеюсь, что Беларусь освободится от этого действительно какого-то политического динозавра, потому что, невозможно. В 21 веке человек, который мыслит категориями середины 20-го, в лучшем случае, а то, повторюсь, 17-18 века, это просто нонсенс. Он же какой-то такой еще ксенофобский, он все время ищет каких-то врагов, он всячески намекает на то, что вот те не такие, как мы, поэтому мы не должны их любить, поэтому мы не должны их принимать, поэтому мы должны как-то с ними бороться. В общем, такой человек, которого, скорее всего, лучше действительно как можно скорее забыть. Есть, кстати, люди, которые не дают о себе забыть, это Китай, это китайское руководство. Дело в том, что 1 июля в Китае отмечали столетие Коммунистической партии Китая. Вот было огромное торжество, 100 лет правящей Коммунистической партии Китая. В Китае есть не только Коммунистическая партия, там многопартийность, есть еще несколько партий. Но просто в Конституции Китайской Народной Республики закреплена, как в свое время в Советской Конституции была, руководящая и направляющая роль Компартии. И 100 лет, кстати, достаточно во многом такой вымышленный юбилей. Почему вымышленный? Потому что первый съезд учредительный Коммунистической партии Китая прошел где-то в середине июня или в 20-х числах июня, но никто не помнил, когда именно это происходило, и в итоге Мао Цзэдун, основатель Китайской Народной Республики, сам своим распоряжением говорит, пускай это будет 1 июля, красивая дата, начало месяца, пускай будет 1 июля, мы будем отмечать годовщину, будем отмечать день рождения Коммунистической партии. И вот, собственно, с 1 июля, так и по 1 июля, так и пошло отмечать. И вот несколько дней назад был юбилей, торжественный, важный юбилей, 100 лет. Для Китайской Народной Республики было очень много поставлено задач к столетию, несколько десятилетий назад. Было сказано, что к столетию нужно победить бедность, чтобы к столетию китайской компартии не было вообще никаких бедных. И вот за несколько недель до юбилея отчитались, власти сказали, что все, с бедностью покончено, теперь больше нет ни одного уезда, ни одной деревни, ни одного района, в котором люди бы получали меньше, в котором средняя бы зарплата была бы меньше 600, по-моему, или около $600 в месяц. То есть это вот такой установленный в год, прошу прощения, установленный китайскими властями порог бедности. Жители сельской местности, вот их порог бедности это меньше $600 в год. И те, кто 600 или больше получают, официально не являются бедными. И теперь отрапортовали, что все, бедности нет, бедность победили. Был еще сделан целый ряд заявлений. Как раз в день столетия Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь, председатель КНР, выступил с программной речью. И он, помимо прочего, программной речи своей, она такая была националистическая по духу. Си Цзиньпинь заявил о том, что никогда Китай впредь в своей истории не позволит каким-либо иностранным силам, иностранным государствам диктовать свои условия, что каждая страна или каждый внешний игрок, который попытается где-то
надавить или в чем-то там, значит, заставить Китай действовать вопреки его воле, получит достойный отпор, получит ответ всей возможной китайской силой. И помимо прочего, еще в этой речи своей Си Цзиньпинь упомянул, что никакого в скором будущем уже никакого независимого Тайваня нет и быть не может, и что в будущем не будет Тайваня независимого, отдельного от Большого Китая. Это очень важное заявление Си Цзиньпиня. Почему? Потому что проблема Тайваня, вопрос Тайваня, это тот вопрос, который, скажем так, уже несколько десятилетий остается очень важным и для Пекина, и для всего остального мира. У нас есть даже сюжет для того, чтобы было лучше понятно всем нам, в чем же, собственно говоря, заключается этот самый тайваньский вопрос. Давайте этот сюжет посмотрим. На рубеже 19 и 20 веков феодальная китайская монархия потерпела ряд военных поражений от японцев и европейских колониальных держав. Горечь от этих поражений заставила китайских правителей заняться внутренними реформами, с помощью которых они надеялись создать новую боеспособную армию и вернуть себе подорванное иностранными победами уважение подданных. Из всего задуманного планировалось, например, открыть современные университеты, наладить издание на китайском языке книг современных на тот момент авторов, построить канализацию и отремонтировать дороги. Так вот, из всего этого более-менее довести до ума удалось лишь перевооружение армии и создание офицерского корпуса. Эти офицеры в 1911 году выступили против обучившей и вооружившей их монархии во главе революционных отрядов, состоявших из солдат и требовавших доведения реформ до конца крестьян и купцов. Серия бунтов и переворотов в итоге привела к крушению монархии, существовавшей в Китае около 2000 лет, и провозглашению Китайской республики. Вскоре за появлением нового государства последовала длительная череда войн. Левые партии воевали против правых, социалисты со сторонниками восстановления монархии. Значительные территории Китая и вовсе оказались под властью полевых командиров, чуждых любой идеологии и живших грабежом. В какой-то момент руководители главной националистической партии Гоминьдан оказались в изгнании в Японии, однако смогли не только вернуться на родину, но и в 20-е годы стать союзной политической силой и объединить разрозненный бесконечными междоусобицами Китай. Любопытно, что националистам из Гоминьдана долгое время помогало советское правительство, считая, что гоминьдановцы будут полезными союзниками в случае столкновения с Японией, которая имела к Москве территориальные претензии. Коммунистическая партия Китая долгое время игнорировалась советской Россией, так как не представляла собой реальной политической силы. До конца 1920-х годов это был, по сути, полуподпольный марксистский кружок, в котором состояло всего несколько десятков человек, к тому же еще и признававший над собой примат Гоминьдана. Но к 30-м годам коммунисты смогли превратиться в реальную политическую и военную силу, привлечь в свои ряды немало китайцев и даже взять под свой контроль несколько районов, в которых жили миллионы человек. Созданная там Красная армия Китая с переменным успехом вела бои против Гоминьдана до вторжения Японии в 1937 году. Столкнувшись с внешней угрозой, коммунисты и националисты смогли договориться о перемирии и вместе вступили в войну против интервентов, продолжавшуюся до капитуляции Японии осенью 1945 года. Японская агрессия измотала Гоминьдан, а нежелание главы партии генерала Чана Кайши проводить после окончания войны демократические реформы подорвало доверие народа к националистам. После поражения Японии гражданская война в Китае вспыхнула вновь. Поначалу Гоминьдану удавалось отбирать у коммунистов города и укрепленные районы, но со временем уже снабжаемая и обучаемая советами, Красная армия Китая перешла в контрнаступление и обратила националистов в бегство. В октябре 1949 года глава китайских коммунистов Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики и назначил себя ее
председателем. Подчиненные ему армии в это время теснили остатки деморализованной и разобщенной гоминьдановской армии на юг страны. К концу 1949 года коммунисты заняли весь Китай. Чан Кайши, остатки его армии, чиновники и их семьи, всего около 2 миллионов человек, бежали на остров Тайвань в 150 километрах от материка. Гоминьдан стал там правящей партией и долгое время многими западными странами признавался как легитимное правительство всего Китая. Дошло до того, что несколько десятилетий Китай в ООН представляли именно тайванцы-гоминьдановцы, а не чиновники из Китайской Народной Республики. В официальных документах правительство Тайваня по-прежнему называет себя Китайской Республикой, тем самым подчеркивая свои претензии на весь Китай. Правда, статус этого правительства уже не таков, как прежде. В начале 70-х годов США, а вслед за ними и другие западные страны, признали коммунистическую власть в Пекине. Благодаря этому признанию европейские и американские компании смогли получить в свое распоряжение дешевую китайскую рабочую силу и новые рынки сбыта. Пекин же получил инвестиции и место в ООН. Сейчас Китай в главной международной организации представляют именно коммунисты. Тайвань же там не представлен вовсе. Страны Евросоюза и США давно уже не считают тайваньских чиновников правительством материкового Китая в изгнании и формально даже не признают Тайвань независимым государством. Но неофициально Запад оказывает тайванцам политическую, дипломатическую и военную помощь. Так США открыто поставляют на Тайвань ракеты, ударные вертолеты, боевые корабли и другую военную технику вопреки протестам Пекина и попыткам китайских чиновников блокировать сделки Тайваня в оборонной сфере. Что ж, на этом сегодняшний прайм Моцарский подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Прощаюсь. До скорой встречи. Всего хорошего.